Исәнмесез, коллегалар дип әйтәмен, журналистлар да, тарихчыларның дуслары. Мин татарча башлыйм да, русча дәвам итәрмен, чөнки трансляция була диделәр, шуңа күрә инде русча күчәбез. Минзәлә шәһәрендә булганыгыз бармы? Сорап китим әле сездән. Булучылар бармы? Ну, значит, мы немножко представляем предмет разговора. Это Мензелинск, небольшой городок на востоке Татарстана, но тем не менее этот город имеет очень большую интересную историю. Но так получилось на протяжении 19 века, еще раньше город был то в составе Казанской губернии, то Уфимской, Оренбургской, и поэтому как-то он немножко обделен вниманием историков, потому что татарстанские ученые в советское время особенно опирались на историю Казанской губернии, а башкирские, башкортостанские исследователи больше занимались Уфимской и Оренбургской губерниями, а Мензелинск где-то вот посередине оставался. Я сама тоже вот к этой теме пришла не случайно, занималась историей городов Уфимской губернии, это вот тема первой моей диссертации, и потом уже вот переключилась на Мензелинск. Работа была долгой, и получилась поэтому книга очень объемной, более вот 400 страниц. Я, конечно, здесь не буду останавливаться на всех сюжетах, потому что попыталась охватить самые разные эпизоды истории Мензелинска. Остановлюсь только вот на некоторых моментах. Это вот карта как раз Мензелинского уезда. Нескольких моментах это такие некие образы прошлого, уездного прошлого Мензелинска, даже вот такого ушедшего, да. Вот хочу вот так. Это вот мост, наверное, многим может быть знаком этот объект. Он вот как раз символизирует такие вот несбывшиеся, может быть, надежды мензелинцев. Этот мост, он железнодорожный, а железной дороги в Мензелинске нет. Вот, как так получилось? Дело в том, что вот к 2014 году были достигнуты очень многие соглашения, даже сам император подписал указ, и к городу должны были подвести железную дорогу, даже вот построили мост, но началась война Первая мировая, и поэтому вот Бугульминская железная дорога прошла мимо Мензелинска. Это, конечно же, повлияло на вот дальнейшее развитие города тоже. Хотя вот они на протяжении 19 века вот шли вот к какому-то такому вот новому этапу, да, развития города, но не получилось. Это вот один момент. Это вот Мензелинское реальное училище, тоже вот символизирует Мензелинск, он был ведь таким образовательным центром для Закамья, до революции особенно, там было очень много разнопрофильных учебных заведений. Реальное училище, как вы знаете, там готовились инженерно-технические специалисты. Начало 20 века – это век такого роста научно-технического прогресса, и инженеры – это, по сути, вот IT-специалисты, да, сегодняшней эпохи, то есть потребность в них была высокая, и вот планировалось, что в этом здании они будут учиться. Но на самом деле будущие инженеры учились в другом здании, немного поскромнее, и вот в книге можно прочитать, что из уездного города, в том числе среди вот выпускников учебных заведений, были вот даже академики Академии наук СССР. Вот на прошлой неделе у нас был министр образования и науки Валерий Фальков, и он тоже вот обратил внимание на эти факты, что вот вроде бы маленький уездный город, а вот такие вот ученые вышли. Это все вот говорит о вот таком культурном потенциале уездного города. Там было много дворян, интеллигенции, и вот они вот формировали вот эту среду. А что касается этого здания, вот тоже это был долгострой. В итоге построили уже к 17 году, и здесь уже размещалось Мензелинское педагогическое училище. С этим зданием, кстати, связана история Мусы Джалиля. Здесь он проходил военную подготовку, переподготовку, и ушел отсюда вот на фронт. И у него даже вот есть сборник стихов девочки из Мензелинска. Ну, это тоже немножко другая вот история советская. И еще один символ дореволюционного прошлого Мензелинска – это, конечно же, Мензелинская ярмарка. Это очень значимое, крупное торговое событие, не только для Волго-Уральского региона, наверное, даже более масштабнее. Торговля, которая вот шла в Мензелинске, она объединяла купцов азиатской части России и европейской части России. Здесь происходило
обмен, чайная торговля, хлебная, красным товаром и так далее. И, по сути, вот вся жизнедеятельность Мензелинска XIX века, это был вот как моногород. Она строилась вот как раз на этой Мензелинской ярмарке. То вот к началу 20 века тоже постепенно ярмарка угасает, потому что появляется стационарная торговля, развивается, вот мы говорили, железные дороги, и немножко характер торговли меняется. И, соответственно, это тоже вот повлияло на дальнейшее развитие города. Но так или иначе для местных... еще один момент. Конечно же, Мензелинская ярмарка была популярна среди татарских торговцев, купцов. Вот особенно вот казанские купцы, татары всегда вот не пропускали эту ярмарку. Даже вот бывали случаи, вот эти крупнейшие купцы, они, например, были гласными Казанской городской думы. Иногда даже заседание городской думы могло не состояться, потому что в январе все вот это вот татарское купечество, там Сайдашева, другие, отправлялись в Мензелинск, и они проводили время на этой ярмарке. Даже так. И в Мензелинске, как вы знаете, вот сохранилась мечеть, старинная мечеть, которая тоже была построена силами вот этих татарских купцов. И они именно на этой ярмарке собирали деньги на это строительство. Это тоже вот отдельный сюжет из моей книги. Ну, ярмарка в каком-то таком виде по инерции, конечно же, продолжала существовать и немножко в советские годы. Это вот на презентации вы видите вот здание мечети Мензелинской уже в советские годы без минарета. Газета «Мензеля Иле» это издавали вот местные татары, начиная с 17 года. И вот эта вот семья Хакимовых, это просто в качестве иллюстрации, они вот сфотографировались тоже во время ярмарки, это уже 20-е годы фотография. Ну и подытоживая свое выступление, что хочу отметить, еще раз повторюсь, да, что у Мензелинска очень богатая, интересная история. Конечно же, хотелось бы, чтобы она вот привлекла большее внимание, чтобы, опираясь на это вот духовное наследие, материальное наследие, очень много домов интересных сохранилось в Мензелинске. Жалко, что иногда они обшиты сайдингом, чтобы это все стало базой для каких-то историко-культурных маршрутов, для развития вот внутреннего туризма, чтобы в Мензелинск гостей приезжало побольше и чтобы побольше людей знало об этом маленьком, но вот городе с большой историей. Спасибо за внимание. Бик зур рахмат. Мензель турында бик кызыклы чыгыш тыңлап үттек. Если вот по 19 веку, по Челнам вот был исследователь, к сожалению, он тоже умер. Владимир Ермаков, вот он долгие годы занимался. И вот минем китапта да шаллы бетинде ол Мензеле үйәзенә кергән, һәм ул Мензеле белән алар бераз конкурент та булып яшәгәннәр менә 19 гасырны алсак инде. Һәм шул шаллының тарихи сәхифәләре лә кайсы берләре менә бу китапка кергән дип әйтәсем килә инде. Борынгы тарихны әйтмим, әмма 19 гасыр ниндидер чагылыш тапты. Шаллыга мәсәлән Мензеләнең ярминкәсен күчерергә маташканнар, өяз үзәгендә Мензеләдән Чаллыга күчерергә маташканнар инде менә авыл булса да, менә Алабугадагы Стахеевлар, алар бик тырышканнар Чаллыны үзәк иттерергә, чөнки анда бит инде хлебная пристань, шундый сәүдә көчлебрәк булган һәм аларга җайлырак булган, анда булса үзәк, әмма китереп чыгара алмаганнар бу эшне. Бу инде кыска гына җөмлә тема буенча бераз. Тут, в общем, представлены тоже и здания в основном, вот, и какие-то вот музейные фотографии. Ну, то есть они вот так смешаны. И вот современный вид зданий, и какие-то архивно-музейные фотографии. То есть, вот, да, 8 страниц иллюстраций еще. Рахмат.